Миллионы мусульман 10 апреля собрались на молитву в Ураза-Байрам. С минбара Московской соборной мечети праздничную проповедь прочитал духовный лидер мусульман России муфти шейх Равиль Гайнуддин. Ее традиционно транслировал канал «Россия-1». Глава Думы РФ передал единоверцам поздравления президента Владимира Путина с великим праздником ислама и вознес дуа о жителях Южного Урала и Северного Казахстана, пострадавших от сильного паводка. Накануне Уразы на России-24 вышло большое интервью муфтия Гайнуддина, в котором духовный лидер высказал отношение мусульман к теракту в Крокусе. В Ураза-Байрам первый заместитель председателя Думы РФ, главный редактор Эдемедина доктор Дамир Мухиддинов презентовал муфтию шейху Равилю Гайнуддину новое издание перевода смыслов Корана с комментариями Иман Валерии Пороховой. В издании 2024 года даны вступительные слова Пороховой к предыдущим публикациям. Ее перевод смыслов Корана первый, сделанный новообращенной мусульманкой. Впервые он был полностью опубликован в 1995 году. Студенты Московского исламского института в Рамадан проходили практику в старинных татарских селах Сафаджае, Большом и Малом Рыбушкино, Шубино, Пашатово, Семеновке и Медяне. В местных общинах они работали помощниками имамов и преподавателей исламских дисциплин. 1 апреля студенты вознесли дуа на могиле отечественного теолога-востоковеда Хусейна Фаисханова в Сафаджае. Заместитель председателя, управляющий делами Думы РФ Рафик Фатахидинов и глава Нижегородского мухтасибата Гаяз Закиров встретились с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым. Стороны обсудили планомерное строительство Нижегородского центра исламской культуры и ярмарочной мечети. Столицу Поволжья в составе делегации Думы РФ также посетили архитектор-проектировщик и подрядчик. В июле 2023 года глава Думы РФ муфти шейх Равиль Гайнуддин и губернатор Нижегородчины Глеб Никитин заложили камень возрождаемой ярмарочной мечети.